Этот дом на углу современных улиц Жуковского и Самокиша когда-то был настоящим средоточием крымско-татарской интеллигенции в Ахмеджите. В конце 30-х здесь одновременно жили Асан Рифатов, Яя Шерфетдинов, Ильяс Бахшиш, Умер Рыбчи и Шамиль Алядин, а также многие другие. Этот дом в стиле конструктивизма был построен в 1935 году. Он был одним из строившихся в 1930-е годы по индивидуальным проектам домов повышенной комфортности для работников культуры и партийных чиновников. Но повышенная комфортность квартир на практике нашла на камень советского дефицита. К примеру, Шамилю Алядину с семьей пришлось делить трехкомнатную квартиру с писателем Юсуфом Болатом и поэтом Максудом Сулейманом. В конце 1930-х этот дом был одним из центров крымско-татарской культурной жизни. По воспоминаниям сына Умера Рыбчи, здесь часто собирались вместе Раим Тынчеров, Рад Хадыр, Эшреф Шемизаде, Мамут Недим, Ильяс Стархан. Здесь гостили писатели Максим Горький и Галимджан Ибрагимов. Из крымско-татарской интеллигенции тут также проживали артисты Сервер и Нурие Джатере, заместитель председателя Верховного суда Крымской ССР Гани Хайреддинов. Многие жители дома специалистов были репрессированы уже в 1937-1939 годах. Так Асан Рифатов был расстрелян, а Умер Рыбчи получил 12 лет лагерей. После депортации крымских татар в 1944 году дом заселили переселенцами. О неприятной встрече с новым хозяином квартиры после возвращения с войны Шамиль Алядин вспоминает в автобиографической повести «Я ваш царь и бог». «Я пересек гостиную, зашел в спальню. Кровати, гардероб, большое трюмо, комод, старинный буфет и посуда в нем, стеллажи с книгами, ковры на полу, на стене, все это мое, куплено мной. Я выдвинул один из ящиков буфета. Уходя на фронт, я положил сюда неоконченную рукопись. Конечно, было бы чудом, если бы она оказалась на месте. Вместо нее тут лежали ложки, вилки, тряпье. Открыл шифоньер. В нем висели платья Фатмы, пальто с лисьим воротником, вязаная шапка, мой костюм, а внизу стояли резиновые боты. И от всего этого на меня повеяло нашим былым уютом, даже духами жены. На глаза мои навернулись слезы. Шамиль Алядин, «Я ваш царь и бог», 1994 год. 12 июня 2012 года на доме была установлена памятная табличка в честь Шамиля Алядина.